Волнительно и радужно. В амфитеатре провожали школьную пару. Золотые медали выпускникам вручил лично глава региона. Будет где разгуляться 11 июля. Расскажем, как готовиться к праздничной церемонии на площади Алании в столице Ингушетии. Преодолели вертикальный километр 4300 метров по направлению к победе. На склонах Бейни завершился открытый чемпионат по скайранингу. Здравствуйте, это новости 24. В здании амфитеатра прошла торжественная церемония вручения золотых медалей выпускникам общеобразовательных учреждений. Здесь собрались без преувеличения лучшие умы региона. Официальная часть, чествование отличников и концертная праздничная программа. В репортаже Юсупа Гелисханова. До начала самого главного для всех выпускников праздника – школьный вальс в исполнении младших классов. В зале много народу, но главных виновников торжества отличить несложно. Девушки в вечерних платьях, юноши в строгих костюмах. Для них это особенный день. Тех, кто отучился на золотую медаль, приглашают на сцену. Эти считанные минуты останутся в памяти на всю жизнь. Этот выпуск весьма символичен, он юбилейный, 25-й. Поздравить вчерашних школьников с этим знаменательным днем и пожелать успеха во взрослой жизни приехал и глава республики. Открывая торжественную часть праздника, Юнусбек Евкуров отметил, что образование в Ингушетии в последние годы вышло на качественно новый уровень. Дорогие выпускники и дорогие ваши педагоги, учителя, директора, все, кто 11 лет складывал в вас знания. Я искренне сегодня поздравляю вас с такой огромной ответственностью в вашей жизни. Вы выходите на самостоятельный простор, независимо, где бы ни были, где бы ни учились. И в республике, то ли в Ингушском государственном или в другом вузе, то ли среди технических учреждений, особенно те, кто будет учиться за пределами республики. Это ответственно в первую очередь перед своими родителями. Почему? Потому что каждый родитель мечтает своего ребенка видеть достойнее себя, достойным продолжителем рода и тейпа. И, конечно, каждый родитель мечтает, чтобы ребенок, который уехал за пределы республики, учился, вел себя хорошо и достиг хороших результатов. Я желаю вам успехов, здоровья, счастья и достойного продолжения пути на большой дороге, куда вы сегодня уходите. Позади 11 лет безупречной учебы. 173 выпускника с минуты на минуту станут обладателями медалей высшей пробы. Это, пожалуй, самая волнительная и ответственная часть праздника. Церемония вручения главной награды. Юнусбек Евкуров лично награждает всех отличившихся. Золото, которого они добивались целых 11 лет, теперь в руке каждого выпускника. Они разные по характерам, но объединяет их одно – тяга к получению знаний. Марем Безиева также в числе медалисток. Девочка планирует связать свое будущее с медициной. Я хочу поблагодарить главу республики Евкурова Юнусбека Бамгириевича, а также свою классную руководительницу Саудиеву Патимат Хасановну, всех своих педагогов, также директора школы Алшеву Залину Якубовну. Я очень рада, что присутствую сегодня на этом празднике, рада, что получила драгоценную мне эту медаль. Я благодарна всем своим учителям. Мне очень приятно, что именно глава республики вручил мне золотую медаль. Я счастлива. Мне очень понравилось сегодня, как они подготовились. Все было на высшем уровне. Я хочу пожелать всем выпускникам успехов, чтобы они поступили в высшие учебные заведения. И, пользуясь случаем, я бы хотела поблагодарить своих родителей, директора, а также учителей, которые внесли большой вклад в мое будущее. Немало медалистов и среди юношей. К примеру, Ислам Ахциев с отличием окончил 18-ю школу города Малгобек. Хотелось бы поступить в Московский вуз на факультет госуправления. Хотелось бы, чтобы это была лишь первой ступенью в их дальнейшем большом успехе. Всем желаю удачи. Я училась в средней общеобразовательной школе села Далаково, номер 1.
Преподаватели у нас были очень хорошими. Хочу сказать им огромное спасибо за то, что они наставляли нас на этот верный, истинный путь. Спасибо им большое. Низкий поклон им. После церемонии награждения коллективное памятное фото с главой республики. Каждый из выпускников планирует поступить в высшее учебное заведение и, став высококвалифицированными специалистами, трудиться во благо своего народа. Юсуп Гелисханов, Хаваш Гойгов, Новости 24. Наибольшим спросом пользуются специалисты рабочих и технических профессий, врачи узкого профиля, специалисты сферы IT. Если говорить о профессиональной структуре безработных, то у нас сложилась устойчивая тенденция, которая характерна и для остальных регионов страны. Мы наблюдаем переизбыток экономистов, юристов и бухгалтеров. Эти направления на рынке труда востребованы, но огромное количество специалистов, подготовленных в данных направлениях, сводят к минимуму возможность успешно устроиться по специальности. В то же время отмечается острый дефицит ряда технических и рабочих профессий. Это строители, электрики, каменщики, газоэлектросварщики и многие другие. Из-за автоматизации производства и внедрения новых технологий острая нехватка сохраняется в специалистах сферы IT, за которыми стоит будущее. Но, может быть, кто-то именно из этих ребят, выпускников, посвятит свою профессиональную деятельность развитию промышленной отрасли. Профессиональные навыки сейчас необходимы как никогда. В республике запустили целый ряд важных производственных объектов. В общем, есть с чем подойти к юбилейному четвертьвековому рубежу. Индира Манкиева расскажет о некоторых стратегически важных объектах. Промышленность – одна из основных отраслей в плане экономического развития региона. В республике активно развивается производство пищевой продукции, строительных материалов, зарождается легкая и радиоэлектронная промышленность, металлургия. На сегодняшний день объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере промышленности составил чуть больше 7 миллиардов рублей. В полном объеме реализованы мероприятия по внедрению комплексной системы автоматизации исполнения бюджета и управления бюджетным процессом АЦК планирования и АЦК финансы. Одна из основных задач комплексной системы – централизация финансовой власти региона путем сосредоточения абсолютно всей первичной финансовой информации в Минфине Ингушетии. Таким образом, обеспечим полный контроль процесса исполнения бюджета со стороны финансового органа. В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики» запущен завод железобетонных изделий мощностью 50 тысяч кубических метров в год. По плану производителя предприятие позволит обеспечить строительными материалами не только местный рынок. Важность открывающихся в республике такого рода объектов в развитии региона отметил и гость мероприятия, первый заместитель министра России по делам Северного Кавказа. Этот объект важен не только для Ингушетии, он важен для всего Северо-Кавказского федерального округа. Поэтому хочу от имени Министерства по делам Северного Кавказа от души поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве этого объекта. А мы будем со своей стороны помогать всячески в решении таких задач. Баркан. У завода есть будущее. Надо руководству завода максимально сделать так, чтобы с учетом плана ввода завода в строй и выхода на полную мощность, жестко этот план отслеживать, контролировать, сопровождать и, естественно, довести до логического конца. В регионе также запущен завод по производству алюминиевых радиаторов. В торжественной церемонии открытия вместе с главой республики приняли участие полпред президента России в СКФО Олег Белавинцев и министр промышленности России Денис Мантуров. Оно и неудивительно, ведь речь здесь идет об импортозамещении не только в масштабах одного региона, но и страны в целом. Новый завод по производству отопительных радиаторов построен при поддержке Фонда развития промышленности. Сметная стоимость проекта более 800 миллионов. Производительность чуть больше 3 миллионов секций в год. Продукция, которая будет выходить с предприятия этого завода, будет востребована на строительных площадках, на девелоперских проектах в нашей стране. Здорово, что все это происходит у нас в Северо-Кавказском федеральном округе. И появляются рабочие места, и стабильная заработная плата, и реальная перспектива развития региона. Относитесь душой к своей работе, к своей профессии, учитесь, нарабатывайте, делайте все, чтобы именно продукция этого завода, этого предприятия гремела далеко за пределами именно своим качеством и своей конкурентоспособностью. 120 тысяч изделий в месяц. Такова проектная мощность еще одного перспективного предприятия. На швейном объединении Ингушетия выпускается школьная и другая форменная одежда, трикотажные изделия и спецодежда по госзаказу. Республики, для всего Северо-Кавказского федерального округа это большое знаковое событие. Появление у нас таких
современных предприятий. Это свидетельство отношения, во-первых, к федеральному центру, во-вторых, вашего руководителя Юзбека Маркевича к своей республике, к федеральному центру, к Северо-Кавказскому федеральному округу. И самое главное, что все присутствующие здесь, вот, посмотрите на ваши лица, вы просто светитесь все, потому что действительно это предприятие очень знаковое сегодня, в первую очередь. Всего порядка 230 человек работает, но после того, как предприятие будет выведено на полную мощность, 770 сотрудников будет работать на предприятии. Это и пополнение бюджета по нашей оценке порядка 140 миллионов рублей. Уважаемые, в первую очередь, наши дорогие женщины, когда-то было на сколько населенных пунктов и Кадилюр, и Сумбакы, и Кажево часто задавали вопрос: дайте нам работу. Потом работу вам дали, работайте. Делайте все так красиво, чтобы ваши формы одежды, тому, что вы шьете, все завидели, все стремились ваши товары, ваше производство закупать. Все зависит от этого, как вы это будете. Я уверен, что у вас все получится. В конце 2014 года в Ингушетии заработал завод по производству полимерных труб и облицовочных материалов. Полимер производит трубы для газа и водоснабжения, канализационные, а также трубы из полимеров для горячего водоснабжения. Наша продукция реализуется как на территории республики, так и Чеченской республики, Дагестан, Осетия, соответственно, Ставрополь, Краснодар, Ростов. Ну, их перечислить очень много, потому что весь СКФО мы, в принципе, уже как бы обеспечиваем нашу продукцию. Еще один крупный промышленный объект – комбинат детского питания – также заработал в Али-Юрте. Производство мощностью свыше 2 тонн продукции в сутки способно покрыть потребность региона в детском питании. В приготовлении смеси используются плоды, выращенные местными фермерами. Предприятие – весомый вклад не только в пищевой промышленности республики, но и значимый плюс в развитии политики импортозамещения. Все, что мы делаем для будущего, для наших детей и внуков. Вчера только ко мне и внук приехал, ему 10 месяцев, и старший внук 8 лет. И я знаю, что здоровые дети – это счастье не только для их родителей, но и для бабушек и дедушек. Надеюсь, что наши руководители здесь на месте все справятся с задачами. Надеюсь, что этот объект под контролем Министерства сельского хозяйства даст хороший результат. И не только наши дети, вообще дети, и как минимум в округе, и родители будут стремиться покупать именно эту продукцию. До 1500 голов скота и 90 тонн молочной продукции в месяц мясомолочный комплекс уже несколько лет как обеспечивает ингушских потребителей качественной продукцией. Со временем производство расширяется и объект наращивает свой потенциал. За счет реализации всех этих мероприятий в соответствии с прогнозом социально-экономического развития республики в 2017 году ожидается рост показателей промышленного производства от 2 до 8,5%. Идира Манкиева, Новости 24. Традиционно День российской почты празднуют во второе воскресенье июля. Это самый древний вид коммуникации. Первые упоминания о почте можно найти в письменных памятниках, имеющих тысячелетнюю давность. Первые почтамты на Руси были учреждены в Москве в 1711 году. Почта, несмотря на развитие интернета, имеет огромное значение. Почтальоны обрабатывают и доставляют более миллиарда писем, посылок и денежных переводов ежедневно. Ингушетия насчитывает десятки почтовых отделений. Совсем недавно новые здания открылись в сельских поселениях Кажево, Яндыре и Наркиев-Пседахе. Это подарки от федерального центра на юбилей Ингушетии. Кстати, уже завтра в Магасе состоится торжественное открытие самого большого филиала Почты России в Ингушетии. И это еще один подарок к юбилею республики. Магас готовится к предстоящим торжествам. Каждый день появляются все новые детали, о которых хочется рассказать, не раскрывая при этом общей концепции праздничной масштабной программы. Марина Ваталиева с подробностями. Воскресный день совсем не повод отдыхать. Близится празднование юбилея республики, а потому все работают в ускоренном режиме. Сцена готова, свет, звук и декорации устанавливает московская техническая группа. Из летнего амфитеатра танцевальные коллективы переместились на главную сцену на площади Алания. Завтра уже состоится генеральный прогон всего нашего мероприятия.
Вот, ну и вот вы видите, сейчас ансамбль «Ингушетия» у нас на сцене репетирует свои танцевальные номера. Все репетиции отныне проходят здесь, в том числе и музыкальные номера. Группа юноармейцев всеми задумками пока не делится. Однако они согласились спеть отрывок одной из своих песен. Нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Среди приглашенных гостей все, кто на протяжении 25 лет руководили парламентом, администрацией, главы, полномочные представители республики в субъектах России, общественно-политические и религиозные деятели, известные ингушские спортсмены и бизнесмены. Все они смогут разместиться прямо напротив сцены. Занимать подолгу сидячие места гостям не придется, утверждают организаторы. Ведь программа очень насыщенная. Здесь и флешмоб гармонистов, ярмарки, а для детей выступят артисты театра юного зрителя. Ну и это еще не все. У входа в национальное подворье развернется выставка от регионального министерства экономики. Здесь будет представлена вся государственная символика. Ну а само подворье стилизовано под средневековый быт ингушей. Здесь будет проходить театрализованная постановка процедуры сватовства. Кроме того, для желающих проведут мастер-классы по кузнечному делу. Те экспонаты, которые не принадлежат музейному фонду, можно будет приобрести совсем горяченькими. Выставка картин, поделок декоративно-прикладного искусства и национальная одежда. Это и многое другое порадует жителей и гостей республики 11 июля на площади Алания в столице Ингушетии Магазе. Марина Муталиева, Султан Булгучев, Новости 24. Сейчас расскажем, как прошло региональный открытый чемпионат по скайранингу «Вертикальный километр». Массовый забег на Столовую гору организован на склонах Бейниджи Иравского района. Участникам чемпионата предстояло преодолеть дистанцию протяженностью 4 с лишним километра. Состязания проводились в 2 возрастных категориях. Отличившиеся участники получили медали, дипломы и сувениры с ингушской символикой. Слово Юсупу Гелисханову. Участники массового забега собрались у подножия Столовой горы задолго до старта. В открытом республиканском чемпионате по скайранингу может участвовать любой желающий. После регистрации каждый участник получает порядковый номер. Исангирей Барханоев самый старший скайрайнер. Несмотря на свои 86 лет, ветеран спорта в отличной физической форме. Я думаю, старше меня никого нету тут, я думаю, потому что в сентябре 86 лет был. Настроением, я хорошим настроением приехал и думаю, с хорошим настроением закончить соревнования. Что вот такая у меня цель. В чемпионате, посвященном 25-летию образования Ингушетии, участвуют спортсмены старше 18 лет. 75 скайрайнерам предстоит преодолеть дистанцию в 4300 метров, набрав высоту в 1 километр. Ни в коем случае в левую сторону не уходите. Там очень крутой такой травнистый склон. Там можно улететь вообще и разбиться. Идите четко по разметке. Вот. Когда вы выйдете на 300 метров, после 300 метров там этот будет, как его, родник. После родника все идет, как было раньше. По дороге, по тропе, все равно там везде разметка стоит. Перед непосредственным стартом бегунам дают инструкцию, предупреждая, что маршрут в связи с погодными условиями весьма скользок. Старт дан, и все участники начинают массовый забег. Строго по намеченному курсу, не сбиваясь с маршрута, спортсмены скрываются из вида. Магомед Марзаганов все свое свободное время посвящает спорту, ну а в данном чемпионате для него важнее участие. Настроение вообще позитивное, блестящее, очень хорошие впечатления в горах родной Ингушетии. Можно сказать, увидел много спортсменов, познакомился. Такие удивительные места, достопримечательности нашей республики, очень даже с таким настроем, можно сказать, боевой. С победой не буду спорить. Тут люди уже с высоким своим спортивным опытом. К таким опытным спортсменам можно отнести Дмитрия Коклина. Профессиональный альпинист спортом занимается с детства, но в скайранинге пробует себя впервые. Больше всего его вдохновляет пейзаж горной Ингушетии. Очень красивый район. И погода хорошая. Как раз и не жарко, и дождя нет. Дойдя до высоты 800 метров, спортсмены сталкиваются с густым туманом. Но несмотря на это, участники преодолевают вертикальный километр. На вершине их ждет храм-святилище Мятсели, одно из 3 культовых сооружений, расположенных на горе Мятлом. Участники по одному прибывают к финишу, где их ожидают судьи, которые фиксируют время. Номер 110, 046. Но подняться на вершину — это только полдела, скайранерам еще следует спуститься. Но бегуны готовы на все ради достижения поставленной цели. С награждением победителей долго затягивать не стали. Первое место в этой группе занял Юсупов Иса Ахметович.
Он награждается золотой медалью, большим кубком, дипломом первой степени и денежным призом 20 тысяч рублей. Отрадно, что тут участвует и молодежь, и более старшего возраста люди. Желательно, чтобы в будущем побольше наших людей стремилось посетить свои горы, отметить наш праздник, собираться и любить свою родину, свою республику, нашу Россию и нашу природу. Где-то на 45 минут я улучшил свой результат, который был 25 мая. Это хороший результат. А то, что сегодня вот это соревнование проводится в честь 25-летия Ингушетии, это мне очень приятно. Огромное желание было победить всех. Но в спорте это получается, побеждает только сильнейший. Ингушетия в этом году уделила особое внимание развитию альпинистских дисциплин, а забег на Столовую гору прошел на высоком уровне, отметил директор чемпионата Александр Пятницын. Эти соревнования мы покажем, значит, в Москве на президиуме Федерации альпинизма России, и мы сможем добиться, чтобы в следующем году эту гонку, вертикальный километр, включили как этап Кубка России по альпинизму в скайрайнинге. Основная задача чемпионата – популяризация скайрайнинга в Ингушетии. Вполне возможно, что проложенный маршрут в будущем станет тренировочным полигоном для спортсменов и будет использован для проведения крупных российских соревнований. Юсуп Гелисханов, Рахман Цуров, Капур Чахкиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.